Немцева Людмила Ильинична. Я родилась далеко отсюда. Рыбинский район, деревня Красногорьевка. В этой деревне мы жили мало, потому что там деревня небольшая была, а школы не было. Вот переехали в Назарово. Он не сильно и город сказать. Там, знаешь, слюду добывали. Нет, не там школу я окончила. Отца я своего не знаю, родного, а отчим был в звании. Он лейтенант, старший лейтенант, или кем он был, не знаю. До этого он работал на шахте, тоже там мастером или кем он работал. Когда с войны-то пришли, он туда же спустился. Народу стало больше, места не хватает. Его отправили в Черногорку. К нам уже в Хакасию. Ага, к нам в Хакасию, в Черногорку. Что, семья же уже, от него было 3, да я вот 4. А у вас фамилия от родного отца или от отчима? Это мамина фамилия. А отца фамилия как была? Не помните? А вот отца... Она говорила, тетка, то ли Давыдов, то ли Давидов, то ли Давиденко. Вот такое что-то. Точно я не знаю, врать не буду. Кем он был по национальности тогда? Отец? Да, родной. Ну, откуда я знаю, если я его не знаю? А мама? Мама белоруска. Мама белоруска. Ага. А отчим, который вас воспитывал? А отчим, я даже не знаю, кем он был. А у него какая фамилия была? Ушаков. Ушаков? Лукьян Алексеевич. Да. Вот даже карточка. Да, мы же его поздравляли тогда, да. А у нас же тоже здесь у Ушакова есть, в 4-й ферме-то там живут. Не родственники случайно? А может и родственники? он- Нет, не вот родственники. Их 2 брата было. Отец, отчим, и еще братишка у него был Сережа. Сережа-то умер. Отец вперед умер, потом Сережа. Приезжайте в Черногорку. Чем вы тут занимаетесь? Он-то приехал узнать. Место есть, квартира есть. Мы же с семьей. Туда приехал. Место-то есть, а квартиры нету. А куда мы? А на станции в Абакане встретил своего друга. А он уже пожилой то ли он армян, то ли грузин, не знаю я. А он жил в Белояре. Ну и чё, говорит, Жора? Его все Жорой звали. Жора, говорит, поехали в гости к нам. А они с бабушкой жили. В Белый Яр, да? В Белояре, ага. Вот мы приехали в Белый Яр. Сперва бабушка умерла, потом дед, а нам эта избушка осталась. Вот мы в этой избушке жили, а отчима, когда начали звать в военкомат, он отказался. Ему и квартиру дали, ему все дали. Все равно отказался. А зачем военкомат звали? А он-то в звании. Он в Польшу до танки первый вошел. Командир танка был. Это уже нашли московские эти следопыты. Его нашли в Белояре, что он на танке первый вошел в Польшу. А то же время-то какое было? Уже мирное время Уже было? мирное время было. Уже да. мирное время было. Да. Ну. Зачем его нам? Или звезду? Звезду, да, Брежнев забрал-то. Брежнев Книжка забрал была у деда Жоры. документы А у звезда деда, была у Брежнева. а Брежнев забрал. О как. А почему забрал? А Ну вот вот так? почему забрал? Забрал себе и все. Он первый, говорит, вошел. А документы-то у отчима, все, что он вошел, это... А типа это Брежнев сделал, да, Ну. получается? А деда Жора, он был командиром танка. Он спорить не стал, он ругаться не стал, судиться не То есть стал. мы сейчас говорим о Великой Отечественной, что ли? Ну. А? Нет, нашли-то его в наше уже В Белояре В нашли. Белояре Московские следопыты. Ну. После войны. После Уже войны сколько прошло? уже. Нет, ну нашли. Зачем нашли-то? Ну что, у него красная звезда есть. Ну. Документы-то дали, а звезду-то не дали. А звезду надо было дать, да? Но Вот они приехали, что дали ему звезду, а ему звезду не дали. А документы у него есть. И да. были. И он им показывал документы. А они с архива взяли.
тоже показывали, все встречали, все сходилось. И так живете в Белом Яре, потом что с вами А в происходит? Белой Яре я училась, кончила там. И сестренки мои кончили там. Потом, после этого, я немножко работала в быткомбинате В Белом Яре? в Белой Яре. А потом с этого быткомбината девчонки поехали в Абакан учиться маслоделы, сыроделы. Это набор был. А мы же комсомольцы. Мгм. В первую очередь нас отучились. 3 года отработать надо. Мгм. Раньше-то так было. Да. Ну и сейчас так же почти. 3 года отработать надо было. Вот я в Абакан вызвали, приехала, говорят, вот так и так. Изъезжайте в Аскизский район. А как я откажусь? Поехала в Аскизский А до район. этого никуда не ездили, да, с Белого Яра? Не. Так, только там. Только там. Ага, только там жила. А в Аскиз приехала, маслозавод уже поздно было, сторож вызвал там начальника. А начальник говорит, а у нас, говорит, хватает рабочих, но не хватает в Ущуле. Ага, сюда. А тут вместе со мной училась Галя Тыгдымаева. Ни ее, ни детей уже нету. Они умерли. А вот эти вот Тагдамаевы, которые сейчас же вот это не ее дети. Нет, потому что даже когда умерли, если бы так дом бы передали, об доме даже разговора не было, дом остался так, как был этим, которые жили в них. Они не родня была. А еще была Валя Кичеева. А это кто? Она тоже училась вместе. Мы вместе с ней работали. Валя Кичеева, ну как тебе сказать, кто? Наша деревня, да, с Ущуля? Ну, Ущульская. Мгм. Ущульская. А у нее дети есть сейчас в настоящее Вот время? В настоящее время я даже не знаю. Нет, наверное, у нее сын был и дочь была. Сын что-то случилось, а дочь в аварию попала, что ли. Я ее редко когда вижу, Валю, когда вот ездишь на базу куда-то, так вижу ее. И вы решили приехать сюда, в Ущуль, согласились, да? Ну а куда было деваться-то мне? Мгм. Ну вот расскажите первый день, когда вы приехали в Ущуль, как ехали, как добирались? Ой, не говори, Карим. Ой, ехала. Эта гора-то не такая была. Ой, она глиняная была. Так страшно было ехать. И она, знаешь, сейчас она высокая, ага. Ну, сделана как? Ага. А ты когда с Полога. Тяжетёева сюда вот А приезжаешь, тогда да? вот? была она, ой, страшно по ней было ехать. Ну. По глине этой думали, вот-вот перевернемся. Приехала она, ну, встретили, квартиру сразу дали. А первое ощущение, когда деревню увидели, О, сколько здесь улиц было? напугалась. Вот расскажите про этот момент. Это сколько мне лет было? Было 18-17. На горе стоите, видите деревню, сколько здесь улиц было? Улиц сколько было? Улиц было 1,5. Это какие такие 1,5 улицы? Улица была Тёйская, и улица была... Она не улица даже, там заселенные избушками было это. Не улица была, а просто избы. Там изба, там. Раскиданные и там. дома были. Ага. А этого ничего не было. Ни школьная, ни советская, тем более степной улицы не было. Нет. Одна Тёйская была, и вот эти вот переулок Победы. Да. Тут же конюшни были. А вот где Жангобылова, да, там конюшни были. Тут эти были ямы силосные на той улице, на Советской. 2 или 3 ямы были, большие ямы. А вот кладбище вот сильно близко к нам в деревне вот стоит. Почему решили вот так вот хоронить? Когда вы приехали, уже начали здесь хоронить, да? Ну, были похоронены, но мало. А видишь как? Сильно близко к деревне, потому что кладбище оказалось. Нет. Вот родня, у тебя там дядька похороненный, ага, старается рядом хоронить. Вот и получается потом много. Оно, кажется, и можно было и подальше похоронить, а вот родня Надо ближе, да? ближе надо, ага.
Так, приехали. Первый день. Куда идти-то? Вот сразу квартиру дали, да, в тот же день? В тот же день дали квартиру, но я с вещами приехала, мне перетащили туда вещи. А квартира это была, там мастер жил, ну там кое-что вещи у него оставались. И я там убралась этот день, а на второй день меня повели знакомиться с заводом. Что там выпускали? Где он находился? Куда сбывали? Работал тут этим управом Тахмашов. В то время что было? Совхоз был, колхоз или что тогда было? Ферма была. Ферма была. Ну, ферма была. Даже не ферма была, она маленькая, это только завод держался. Но это был филиал Аскизского маслозавода, да? Нет. Тут был хороший раньше сырозавод. Хороший он был. Старел понемножку. К нему пристроили кирпичный. Кирпичный пристроили маслозавод. Тут сырозавод был. И пристроили маслозавод. Это уже при вас, получается, делается. Нет, пристроили-то без меня. Я уже приехала, вот уже в новом маслоцехе я уже начала работать. А это пока достраивали, я в стройцехе работала, сыр варила. Вкусный был сыр? О, наш вкус, это сыр везде возили, и в Бабаканы везде, и в Минусинске везде возили наш сыр. Голландский сыр делали это большой. В общем, сыр хороший был. И девки хорошие были, девчонки молоденькие работали. А потом в маслоцехе мастера сняли за расрату. А у меня в документах написано, что масло сыродел. Поставили меня туда. Но у нас лаборатория большая была. А как ты без лаборатории, как ты будешь варить? Молоко сепарирует, сливки пропускает через охладитель. Через охладитель насосом в ванну, это уже в маслоцех. На ночь эту ванну закрывает, пускает температуру. И у нас и эти кочегарки были. Это все делали как положено. Девчонки варили закваску специально. Еще помню, Тахмашов придет. Девчонки, кричит, давайте мне. Что давайте? Ну, ковш-то ваш давайте. А у нас 2-литровый ковш был, специально сделанный, чтобы заквашивать это масло. Он выпивает его, 2-литровый ковшик. Ну, теперь я, говорит, до вечера. Тахмашов дядечка хороший был такой, управляющий. Почему вы чули, вот такой маслозавод работал? Кто решил открыть здесь? Почему здесь именно? Масло-сырозавод был, знаешь почему? Потому что все гурты выходили в тайгу. А с тайги куда можно было девать молоко? Вот, тут был сырозавод. Там только сепарировали, сливками отправляли куда-то. Вот это я не знаю, куда сливками отправляли. А потом уже, когда это больше стало молока, у нас и Калинина, от Калинина и до Нижнетёи, это все наши гурты. С Кызласа тоже молоко так нам возили. А сюда все возили, да, получается? Да, сюда все возили. Вот, а потом, когда маслоцех уже стал маленький. А почему он стал маленький? Не, он не то, что маленький стал. Не хватать стало, там же специально аппаратура сделана, как бить, наливаешь бойки эти, они, ну, не входило в них. И начали строить в Таштыпе. В Таштыпе построили завод сперва. А в Таштыпе, когда построили завод, тут еще немножко подбирали и работали. Открыли на 4-й ферме охладительный пункт построили. Вот с Таштыпа едут молоковозы, вот с этого охладительного пункта берут и обратно везут в Таштып. Ну, в общем, не выходило так, потому что часто приходилось писала. Не хватало холода.
И начали строить вот в эскизе. Мгм. И наш, получается, Ушульский пришел в упадок, да? В негодность. Да, и наш Ущуль пришел в упадок. При вас закрылся, да, этот маслозавод? Да, да, при нас. А потом вот этот, где был маслозавод, там был РТМ. Уже когда открыли тут совхоз, то раньше же ферма была, это Есинского, а тут открыли совхоз Тёйский. Вот там попеределали, школу строили. Вот это современная нынешняя, да? Которая сейчас стоит школа. Да, школа. Я приехала, нижний этаж немножко недостроенный был. Это уже при мне достраивалась школа. А старая школа была, вот где сейчас Володя живет, рядом изба, помнишь, была? Здание было-то там. Здание там большое Ну, было. ну, ну. Вот там раньше школа была. Угу. В Интеркале там, получается, да? А где Володя живет, там котельная была. Ну, Володя сейчас бывший котельно живет, да, получается? Но котельная была там. А как так получилось, что там начали вот люди жить? Дядя Володя с Валей же не первые? Или они первые, которые туда заселились? Нет, когда это все сделали, они вот эту большую школу, когда доделали, открыли, вот эту школу сделали под совхозную эту контору. И там, где вот сейчас Володя живет, там сделали 2 квартиры. С этой стороны жил Владик, а с другой стороны переделали, но она небольшая была. Валя дояркой работала, ей как доярки дали. Она такая была, знаешь, здоровая, окна здоровые, Ну, да, котельная. Да. А Володя-то все переделал там. А интернат начали строить после того, как школу построили? Или одновременно все это было? Нет, после. После? После. А кто такие решения принимал? Строить школу, интернат? Кто? Ну как-то район. Район? Аскизский район, да? Конечно. Район, мы же к району относимся. А я слышал, что у нас от нашей деревни это депутатом была женщина одна, хакасочка. За то, что она чабанила хорошо, ее отправили депутатом, вот как нынче Госдума называют, а в то время это по-другому называлось. И вот по ее инициативе построили у нас в деревне вот эту вот школу. Было такое? Не знаю, не слыхала. Не слыхал. Ну, это, наверное, оттуда она указ дала, и начали строить здесь. Сверху дали указ? Может быть. Угу. Но я-то приехала, нижний этаж еще недостроенный был. Школа строилась. А потом интернат. А старый, вот где Володя живет, интернат старый. Старый интернат, черный был. Там То есть стоял старый был еще, да, напротив. Интересно сейчас вот вспоминать вот все это. Маслосердовод закрывается, вы куда на работу устраиваетесь? Ой, я сколько этих работ перебрала, где только я не работала, где место есть, я туда иду, место есть, я туда иду. Потом меня взяли в совхоз, склад, за складом. Я там долго проработала. А там что лежало? Строительные материалы и товары, вот чебанам эти ведра, тазы, шубы. Вот такое вот было. Машины ремонтировали, вот это вот все отдельно это все было. Угу. А вы скажите, Евдокию Прокопьевну Тагдамаеву знали? Знакомы были с ней, общались? Ну, конечно, ты чё? Угу. Какая она была, расскажите? Вот женщина-то она хорошая была, молодец была. Чем она вам нравилась? Ну, например, вот если Евдокия Петровна скажешь, я немножко задержусь, мы же деньги-то сдавали выручку на почту, она же за почтой тогда работала. Ну ладно, давай, только долго не будь. Договоришься? Или что-нибудь такое, она это... То есть она человеком была, да? В общем, она человечная была. Она с человеком могла поговорить. Недавно по ГТРК архивное видео давали, и там рассказывали, что она была завклубом у нас тут в Ущуле. Было такое? Вот завклубом я не помню. Может, до меня была, потому что при мне уже была Самуиловна. Да?
Наверное, до нее была. До нее, потому что я, как помню, она была за почтой. За почтой. За почтой. А то там на видео показывали, как они, работники клуба, ездили на поля к трактористам, комбайнерам, и им там тахпах и песни исполняли. Представляете, концерт им на поле? Ну, это и при мне ездили. Да? Ну, Было такое? Ездили, да, было. Да Самуиловна возила, да, получается, еще? Ну, да, Он Самуиловна. же был у нас тут в деревне. Галина Ремеевна, Щенков пел, ходил. У него голос... Он по дому ходил, Щенкова, всегда да. песни пел. Вам слышно Его было, да? слышно хорошо было. Аудиозапись не сохранилась, как он поет. Вот. Я вот все помню, что он День Победы на 9 мая исполнял. Он же хорошо песню. Ох, не хуже Льва Лещенко, может быть, даже лучше пел, да? Ну, Евдокия Петровна хорошая была. Тахпахи она хорошо пела. Да. Я же себя помню, как вы же работали продавцом в хозтоварном магазине по Тёйской-то. Но это потом, знаешь, когда Боже, да, совсем уже. склады это передали все в один склад. Все в один в магазин надо было продавца. Ну вот меня взяли, я месяц проработала, потом ушла. Временно брали. А потом вызывает так и так. Ну, я, считай, 15 лет там проработала. В магазине? В магазине. По-русски не умеет разговаривать. Как в магазин сходить? Как там треляш купить? Господи, не боялись зайти в магазин? Да нет, мы как-то потом сговорились, где-то руками, а где-то мимикой, где-то чем-то разговаривали. А вот первый раз, когда приехали, совсем молодая, то, господи, тут что, кто-то русский язык знал, что ли? Вы хакасский не знаете, они русского не знают. Ну почему не знали? Знали, конечно. Кто знал? А Все прям кто знали. Как вы это общались с местным населением, не зная языка? Ой, один раз бабушка пришла и говорит, товар привезли, продукты, а очередь. Она, я, говорит, в очереди. Ну, в очереди, берите. А уже начали, вот я хакасский до сих пор путем не знаю, а хакасы русские быстро научились. Угу. Они по-русски быстро разговаривали. Ну и говорит мне, я занимала очередь за Ахой. За Ахой? О, Господи, Ну, бабушка думаю, Ахой-то была. Ну-ну. думаю, что она говорит-то? Ахой? А потом отошли в сторону. Я теперь спрашиваю у технички, а что это такое? Да это же, говорит, бабушка впереди высокая, она такая была костистая, Ахой-то. Это, говорит, бабушка. Ой, потом столько смеху было в магазине. В магазине же там разоблачили это все. И сколько хохотали. Ахой это белая овечка, да. А за что ее так прозвали? А ее я не знаю, почему так прозвали. Ахой. Она Белая шкуру, овечка. видишь, постоянно выделывала. Шкуру выделывала? Шкуры хорошо выделывала. А, шкуру выделывала, ага. Она вообще молодец была, бабушка. Ну, маленько где-то и выпивала, но бабушка хорошая была. Тут еще с бабушка хорошая. Я была. ее помню, я совсем маленький был, да, я эту бабушку помню. Спирину, ты, наверное, не помнишь бабушку? А она кем была? Это кто? Она была учительницей, и у нее сын был учителем. Потом он школу, его перевели. Ее фамилия Спирина, да? Ага, а такая хорошая тоже бабушка была. А вот еще такой вопрос. Там, где вот сейчас это живет Таня Жангабылова, там в той общаге жил дед, Егорка его звали. Кто он такой, кем он был? Помните Егорку? Он, знаешь, они жили по Тёйской, и у сестры мужик был, и еще племянница. Он работал вместе с невесткой на тракторе. А трактор, знаешь, какой был? Трактор был не колесный,
Железный А железные колеса были. Ну, на гусеничные. Нет. А Да, колеса железные. железные колеса. Вместо шин железо было. Ну, Да, вот он на таком работал. Но у него немножко не хватало, но они пользовались этим, конечно. Но работать он работал. Молодец он был. Егорка, ну... Поэтому он один жил, да, там в той комнате. Один жил, ага. А куда он потом девался? Он что, умер, да? А его увезли в Таштып. А в Таштыпе там дом престарелых или что там было. Он там умер. Ага. Детей, получается, у него не было. Не, детей, ну, не хватало у него. А вот невестка-то, она молодец, она трактористкой была, а он у нее был помощником. А вот я ее забыла, как звать. Птицефабрика была раньше, было такое? Было на той стороне ручей, где бежит, вот. На той Около стороне нет. А, это где мама моя работает, да? Мама-то Знаешь, твоя наоборот, выше там как работает туда. с воротами А это такими ниже этими сюда, к ручью. Ага. Какой был это птичник большой. В птичнике я не работала. А птичник этот долго не был. Если на что сгорело там птичник, там сильно большой был. И у нас не в долгий, и у нас сгорел птичник. Ну, значит, это кто поджигал? Или Да. подожгли, или что. Ну и восстанавливать не стали, да? Не, а кого там восстанавливать? Сгорел. А так хорошо было. Надо яичек, пошел, выписал, взял. Надо это еще курочку Мяско, да. тебе или что. Пошел, взял. Хорошо было, и можно было, и сейчас можно сделать. Да. спокойно. А не хотят, Люди работать не хотят. не хотят. Про сад расскажите. Ой, Да, она хорошо сад, помнит. какой был сад. Сад был хороший. Ой, такой сад, вокруг рвы такие, ямы большие, чтоб в сад не лазили. Занетта Наневна говорит, что ее отец там или дед ли сторожем работал. А это там была вышка стояла, сторож был, и проезд там был, ворота были, и еще сторож был. Занетта Ананьевна. Глава сельсовета, до которой сейчас. Кто у нее там работал? Отец сторожем, говорит, работал. Нет, Нет? нет. Она не... Что там работал, что Не ли? знаю, она не... Он же на этой работал. Она не там не работал, он А может, дед? Может, А вот работал? дед может быть, а деда убили Наверное, потом. про деда А говорил. деда убили потом, потому что он в сад не давал лазить. А сад какой хороший был. Я говорю, такой сад запустили. Ой, отдали школе. Школе отдали, а надо было машину тоже дать. Это что собирали эти плоды все, возили в Минусинск. А в Минусинске был завод, Виноделочный? виноделочный завод в Минусинске. А отсюда возили, на машину наберут, это и школьники, и все придут, натаскают на машину, машина увозит. А потом, этого дедушку убили, Сторожа? сторожа. А за что? За то, что охранял хорошо? Вот что он не давал, Мгм. А кто убил? так кто убил, я-то теперь откуда знаю. Там, может, кто-то и знал, а я-то... А что, не посадили, не нашли, что ли, виновного убийцу? Анани, может, Анани отец, или даже дед. А вы когда приехали, сад уже был, да? Был! Ой, какой сад был! Мы в этот сад с Валей... Вот Валин как раз родня там работал на вышке. Пойдем, попросим его, он нас запустит в сад. Наберем сколько надо, наедимся и уйдем. Мгм. Сад хороший был. Ой, А сад... что там росло? Яблоки, полуяблоки? Там ранетка, скольких сортов было, не знаю. Полуяблочки были, потом вишня была, слива была. Смородина была. А смородины сколько было? Вот как заходишь сейчас в сад с этой стороны, вот так вот, тут все смородина была. Смородины сильно много было. В общем, сад был хороший, но его А какой длины? Вот как сейчас, да, или больше был сад? больше.
До куда? Ой, до ручья. Ну, там ручеек, который Да, течет у да, Сюлек. Но он не до самого ручья был, а там пробег был ручейка. А там дальше черемуха растет. Она вот дикая, да, черемуха? Дикая. Никто не выращивал, не ухаживал за ней, да? Не. А дикая черемуха тут хорошая росла. А, растет до сих пор. Да. Ну, хорошая. Скоро зацветет, пахнуть будет. О. Сад был хороший, здесь был сад, и в Есино сад был по эту сторону, тоже помню. А вино-то потом хоть давали вам, когда в Минусинск забирали? Кто это нам даст вино? Нет, но в магазин-то на продажу не привозили? Как не привозили, знаешь, привозили как? Бочка. 800 литров бочки. Ужас. Ой, вот эти бочки полные привозили. Один раз я уже работала в магазине. Привезли бочку, но она же где-то литров 600, наверное, была. Как ее снимали с трактора, с тележки, и она лопнула. Лопнула, Ужас. но там это земля не черноземная была, а камень не такое. Ой, Облизывать можно было, да? что творилось там? Рассказывайте. Ой, кто с миской, кто с стаканом, кто с поварешкой, а кто лежа ложится и пьет. Вот такое Землю было. облизывали, короче, да? Было. А ты этого не помнишь, наверное, этим работал электриком Яшка, радист. Не помню. Не помнишь? А его жену потом за ноги оттаскивали. Она орет. Ну, тут захлебнуться же можно. Да. Ее за ноги оттаскивали. А люди успевали таскать. А вы сами-то попробовали? А как мы сами попробуем? Ну, мы-то молодые были. Надо было тоже туда же, к ним. Ой, вот это было смеху. Да, если сейчас тоже там было бы, это вот такая бочка, представь себе, да? Сейчас бы вообще там драка была бы. А сколько стоило вино это потом от нашего сада? Сколько Ну, продавали? недорого, да, было? Ну, недорого, конечно, дешевая. Ранетка, она дешевая была. Ну, абрикос, может быть, там подороже. Но мне кажется, абрикосы и не делали вино, там так продавали. Абрикос тоже у нас тут рос, да? Был. Ну, я тоже дома сейчас абрикос посадил, может, А вырастет. мы садили, у нас не получилось Да? У ничего. нас сливы росла, кусты большие были, а ягод не было. А ягод не было. Женька со Славкой уходили, тут столы в саду делали. А откуда привезли саженцы? Может, климат не подошел? Не местно? Нет, там должны быть саженцы женского и мужского пола. А, вдвоем, чтобы они росли, да? А там какой-то один саженец был только. Они опыляться же должны. Ну да. Они должны Они не опыляться. цвели у нас же, да? Нет, не цвели. Просто кусты росли, А большие были. эта цвела, как ее, облепиха. Ой, облепихи много было. А облепиха где росла? Тут же А вдоль был. забора росла. А у вас дома, да? Ну, Ага. так. Тут У нас же же был. под окошком кухни сад же был. Тоже надо было мужской и женский. Но мы так и взяли, как Бурцев сказал, мужской и женский берите. Но мы так и взяли. Цвести цвела, но ягод мы ни разу не видели. А Бурцев кем был? А он откуда Бурцев приехал? приезжий. Кизесова помнишь? Кизесов? Ну, Нет. Это кто такой? тоже не помнишь? Не. Он директором был, это его сын Да. Кизесов? Кизесов. Чебоксинов. Не совсем приезжий, получается. Был здесь. А Отец он отсюда? с Ташибского района. Про свою семью не рассказали еще. Приехали, работаете, с мужем познакомились где? Во сколько лет? Как где? В этом, в заводе Как его зовут? Юрий. Отчество как? Иванович. Юрий Иванович. А он откуда приехал к нам? А он здешний. Как здесь? Он же не хакас. Как это он не хакас? Бабушка хакаска, а он не хакас. Нет, он не хакас, он не чистый Он хакас. метис, потому Бабушка что русский- русская, а мать метиска. Отец русский. А Отец? отец откуда его? А отец тут где-то рудник Тёя или что-то там, не помню.
был детдом. Мгм. А откуда их в детдом привезли, вот этого я Ну, не это дети знаю. войны, наверное, получается уже, да? Да, Откуда-то наверное. оттуда привезли. Мгм. Кальватова же, это, получается, белорусская фамилия? Ну, наш Нет. же дед рудник Тёю открыл. А про рудник Тёю расскажите, как он открыл рудник Тёю. Напомните. Ой, это я не знаю. Это он говорит, как потом рассказывали, что по речке ходил, он рыбачил и камешки собирал. И вот эти камешки его заинтересовали. Мгм. Он поехал в Абакан, с Абакана его отправили в Минусинск. Мгм. Вот в Минусинске стояла геолого-разведочная партия. Вот они и взялись за это, они и открыли. Что там нашли? Руду нашли. Что за руда? Рудник Тёя вот. Рудник Тё это вот. Ну, руду-то сейчас собирают. Железная руда, да? Ну, Ну, которая сейчас уже не работает, то работает, то почему не работает она работает. сейчас? Работает, открывает заново. Ну, получается, ваш, кто он? Нам-то фактически он никто. Потому что он... мать вышла за него замуж, за этого деда. У деда был сын, и у матери был сын. Павел и Гриша. Павел и Гриша. А кто из них это материн? Вот, ну-ка найди-ка в этот фотокарточку. Там мать сидит и дед сидит. А кто эти парни? Там же не написано. Там только знаем, что это мать, и знаем, что это дед. Мгм. То есть до этого человека вершина Тёи поселка как бы не было. Когда он нашел вот это, начали туда заезжать, Да, да, заходить, да, да? да, да, И так да, образовался поселок Вершина Тёи. Да, да. Мгм. А рядом там берег Чурева, там Шорово, там деревни были, шорты живут. Они-то были, наверное? А вот эта избушка-то, где мы жили, мать жила, это дали бабушке этот сруб, как этот подарок. А деда-то убили же. Деда убили, что? У него документы все были, он глупый был. Зачем все документы с собой носил? А документы забрали, кто-то деньги получил, а кто получил? Не тот человек получил, получается, да? Да, да. Несправедливость такая. Но, а дедушка ничего не получил. А его потомки сейчас есть, у этого тот, который открыл, нашел вот эту вот руду. Он мог продать эти... Ты вот про эту карточку говоришь, да? Ну, какую, доча? Их трое тут. Ну, Это я у тети Вари нашла эту карточку. Батя, когда увидал ее, он вот сказал, тут не отдавай. дедушка и бабушка. Нет, бабушки там нет, там 3 парня стоят. А, тогда А той нет. карточки, по-моему, у Лариса, а нас что нету. за парни-то? Вот один из них, вот из этих вот парней, открыл рудник Тёя, а который мы точно не знаем. Ага. А он вам кто? А он никто. Никто? Почему? Просто Батя карточку говорил, родня какая-то, дальняя. Сейчас мне сфотографируешь, оставь, я Карточек-то сфотографирую. много повыкидали, Ага. поразбросали. А это, которые уж поставались, пособирали. Я за Нетой Ананиной давала маленькую карточку. Она же мне не вернула Не её. вернула она. А это дед, это чей отец, отца? Это отец. Юрий Иванович же. Юрий Иванович Кальватов, да, он? Мгм. Вот он по его Потом фамилии. ваш муж, его сын, да, получается? Да, да, да. Сейчас, подождите. Но он более-менее на Хакаса похож, а сын... Нет, он на Хакаса не А похож. хакасы, говорят, раньше были голубоглазые. Но Ну, а ваш-то отец совсем на Хакаса не был похож? Мгм. Ну. монголы. Мама вашего отца кто была? Она метиска была. А, ну вот, понятно. Почему она метиска была? Баба Анна-то. Баба Аннушка, она была чисто русская. Мне наоборот, А она бабушка тёмненькая Анна была... Вот нет у меня карточки. Мне Занетта Ананина не вернула тогда карточку. Она были попросила... дедушка и бабушка. По одной карточке такие маленькие карточки были. Она не вернула мне, У а потом, родни, когда спросила, у она сказала, родни ни у кого вернула. не было фотокарточек. Вот они у нас Кто-то приехал, всем постащили. А это эти приехали. Мама, телефон не работает стационарный. Утащили все. Все утащили. У них, у родни ни у кого ничего нет. А мы вот это подобрали, у людей взяли. Что сделаешь? Вера
сестра его как будет? А. Родная сестра. А. Тетя Вера самая младшая у них идет. М. Верка самая младшая, ну, Тамара еще. А Тамара-то она в Оренбурге. Она геолого-разведочный кончила, и муж, и уехали туда, и там. В прошлом году она приезжала. Мгм. Последний раз, говорит, больше, говорит, не приеду, наверное. Типа старые уже, пожилые. Я от своего отца одна. Мгм. А если считать от матери, то нас еще трое, Мгм. 4 нас. Где они сейчас живут? Вот позавчера приезжала самая младшая сестренка, вот с днем рождения поздравляла. Это Абаза. В Абаде живет? Ага. Она в Абазе живет, а одна живет в Белояре. Мгм. Так и живет в Белом Яре, да? А нет, она и в Казахстане жила, и в Минусинске жила. Она много перебрала. А еще одна сестренка Галя, она в Кемерово живет. Учиться поехала гидротехнически. И там осталось жить, да? Ну и там вот Володю встретила и остались. Мгм. Общаетесь? Просто вчера 8-го звонили они. Не, Галя-то, Ну, тоже 8-го звонила. ну, Мгм. звонит. На день рождения она тебе звонила. То есть с днем рождения поздравили с Кемерово, потом Белояра. Вера. Белояр. Вот после мамы, которая сестра идет. Даже приезжала, да, А получается? самая младшая приезжала. С Абазы. с Абазы. Ну. Собака. А много племянников у вас? Племянников я не скажу, их немного. Так, 3, 4, 5 племянников всего. Это ты знаешь, а может еще раз. Да. Нет, Это уже нет. внучатые племянники, там Нет. правнучатые, да. Нет. А вот внуков у меня 23. Ну да, своих-то внуков вы знаете, да. 15 правнуков, 16 И вот на 15-16 вот. 16 на подходе? Ну, У кого? Олеся родит скоро. Какая Илинкина. Леся? Да? О, хорошо. Пацан будет. У нее 2 девчонки, пацана ждут теперь. Вот Серега это уже дождался девчонку же. Мгм. 2 парня, девочку родила. Илюшка Правнуки. пацана дождался. Да. А Илюшка когда? Не на днях, недавно? Вот 26 мая будет годик уже пацана. Да вы что? Сегодня как поживаете, расскажите. Когда жизнь была лучше, в то время или сейчас? Ой, в то время лучше было. В то время лучше было. Но в то время вы еще молоды были. Нет, не в этом дело. Вот, засветился. Не в этом дело. Говорили, что кто-то там хорошо живет, кто-то плохо живет. Ну, жили люди. А вот сейчас как живут люди? Скажи у нас, мы ни огород не садим, скота не держим, ничего не держим. И пенсии взяли и убрали, что приехали украинцы. Вот как хорошо. У меня в Беларуси родственники, Мгм. а на Украине нету. Нету, да. Нет. В Беларусь не ездили никогда? Нет. Тетка ездила. Тетка баба Нина. ездила. Она сейчас ослепла. Другой тетки живет. Это где она живет? В Белояре. В Белояре? Приезжала не она, а младшая моя сестренка А. приезжала, Наташа. Их двое там, получается, живет, да, в Белом Яре? В Белояре одна сестра моя, а одна моя тетка. Вот мужик приезжал, телефон вам наладили. Куда вы звоните с этого телефона? Вам недостаточно сотового телефона? Такой нужен, да, стационарный еще? А мне сотовый не нужен, я, во-первых, не вижу, там буквы не те, и я и не знаю тот телефон. А этот телефон крупные буквы, и мне куда надо в Аскиз, я позвоню бесплатно. Аскизский район, и по району я бесплатно. А почему не переедете куда-нибудь поближе в Аскиз, в Абакан? Почему в деревне живете? А вот знаешь, как-то я вот в Аскиз поеду, да, с Ларисой. Я вот по Аскизу похожу, да. Мне не нравится Аскиз. Не нравится? М-м. А я в Ущуль приеду, я домой приеду. Дом родной, да? Но я уже прожила-то. Лены с 64-го. Вот считай, сколько Лены. Ну, а сама бабушка уже. Она бабушка, Да. ну. Бабушки, уже бабушки да прабабушки есть. Скажите, если бы Бог дал такую возможность снова вернуть вам ваши 18 лет, вы бы сегодня приехали сюда, в Ущуль? Приехала бы. Повторили бы эту жизнь, да? Ну, может, жизнь где-то, может, и не повторила бы.
Ну, сюда бы приехала. Мне Ущуль нравится. Вот девчонка приехала со Скиза этот раз на Лору. Что она там Это писала? Собеса. У врача моего сидит Собеса женщина. Ну, как, она меня младше. Ой, я бы, говорит, тут в Ущуле осталась. Я бы, говорит, Нравится ей в такой, Ущуле, говорит, Ущуль, видишь? говорит, красивый, говорит, у Но. вас. Видишь? Красивый. Я говорю, вы летом Красивый, приезжайте. говорит. Летом, говорю, еще красивее. Она Не смеется. видишь, не каждому что-то нравится. Что-то нравится, а что-то не нравится. Но не то, что раньше было, правильно? Раньше-то грязи было. Сейчас все равно как-то где-то и дорога есть, и где-то и такси возьмешь. А раньше сядешь в Абакане, если в 10 часу обычно садились. В 6 часу только приедешь в Ущуль. Ага, наш автобус, знаешь, как называли? Да. Резиновый. Народу много, да. Народу набьется, как селедка народу в бочку. много было. А мне что? Мне нравится Ущуль. Ага. Нравится Ущуль, но не все в Ущуле нравятся. Ну да. Люди-то разные, что? Люди Так разные. мужиков на работу зовут, да, чтобы вот почистить огород. Давай ты Ущугу. пожестче скажи это мне. А? Давай про это скажем вот так вот отдельно вот. Они знаешь, что сказали? Они не мужики, они бабы. Кто? Ты кого Мужики? звала? Так, кто там был? По имени не будем По называть? именям не буду называть, но Соль там улицы скажи. Советская, наша улица и Степная. Угу. Мужики. Я говорю, мужиков тут нету. А ты где, говорит, видишь мужиков? Тут все, говорит, бабы. Так и то, они как делают? Двое приходят работать, а двое на хвост падают, чтобы выпить. Угу. Не Потому что- работать, да? Не работать, а на халяву. Угу. Лето выйди на Кисейку, да? Посмотри, там народу вот так вот мужиков стоит. Позовешь на Колым, никто не идет. А чего они там А следят, кто идет работать. Ну, вот так вот, Мгм. обшмонать, да? Они потом за ними следом хвостиком. Вот представь, вот так вот люди обленились, работать не хотят. Вот сейчас в тайгу этих Набирают. садить. Не знаю, набрали, нет. Я вот хочу попросить у Занеты Нанины саженцы, чтоб дали, елки. Мне поверху бы посадить бы. Ну, пол огорода глиной уже засыпала. Кисейка спускается. Кистагейка спускает? Да, спускается. Так ты поднимай эту тему. Так я уже сколько раз ходила в контору. Так, а что ты предлагаешь? На Кистагейке высадить вот эти вот деревья? Не на или что? кисейке я хотела у себя в огороде посадить елки. Раньше отец пахал от самого забора до самого низа пахал. Ну. А сейчас мы пашем, у нас Картошку от досок, да, от кисейки до больше середины огорода мы там уже не садим. Там глина. Глина. Глину надо убрать, да, получается, нужно? А толку ее убирать? Она все равно сползать будет. У нас еще в огороде вот это вот место, немножко спустишься, и там ров такой большой появился. Мгм. Это А то, всё что глина. надо сделать, чтобы этого не было? Ну вот я хочу Будут деревья сам. посадить. Мы сюда, когда переехали, да, тут же Не хотят. блочный дом хотели строить, шлакобетонный. Мгм. Тут дерн снятый был весь до глины. Отец землю сколько возил, а в ограде озеро было, да, мам? Гравия, шлаку, сколько возил он, это вообще капец. В огород сюда и сюда он землю возил тележками. Сегодня вопросы в голове есть, потому что я ей дам послушать, она это послушает, возможно, что-нибудь Вот, сделает. пускай помогут с саженцами. Мне, чтобы посадить там, А почему не привезут продать? продали бы мы, купили бы. Да, Кистагейку можно было полностью посадить саженцами. Так они садят-то как? В жару садят, а в жару кто садит? Они в клубе садили березы. В самую жару. А если садишь, то поливай их, пожалуйста. Нет, садить надо яму побольше рыть. И в яму надо чернозему побольше налаживать. И на этого коровья зима Да, разводить с коровья водой. зима. И заливать туда. И Тогда он заливать примется. Мгм. А они Вот, просто так. вот деревья растут у нас, березы, да, это Женька со Славкой посадили. Они их вот так вот походя с поля шли, выдрали и принесли, посадили. Вон, видишь, какие они вымахали? А там в кухне под окном Милюшка посадил со мной, да, одну Корешок. березку. На заваленке выросла. Ну, корешок. Она такая маленькая была, он ее выдрал, мы выкопали ямку, посадили.
второй он один садил. А глава послушает, скажет, ну, привезем, что, зачем им это надо? Они что, там картошку собираются садить? Зачем вам надо это? Так мне глина придерживаться будет, она уже сползать не будет. Елки корни пустят, они же пускать дальше пропускать глину не будут. Вот у меня проблема. Да, твоя проблема никому не надо. Там Ой. надо не этими деревьями садить. И машинопилок завозили, рассыпали. Говорили, И на зима сыпали. А это золу от дров сыпали. Что только не делали. А глина ползет, что она расти ничего не дает. видать, насыпанный, что ли, этот холм. Тут же Глины раньше специально горочку делали, да, чтобы но повыше. насыпали ее. Глиной насыпали. Поэтому там деревья не растут. Не, деревья росли же раньше, вот это вот место. Ну да, Помнишь, по что краям, маленький да, был? вот так вот. Ну, Ну. там же не это, а как они назывались, эти деревья-то? Листики такие маленькие, кругленькие. Как это дерево называлось? Они свели еще с зелеными цветочками. Не сосновые. Это, знаешь, вот перед райсобесом эти кусты подстригают, вот эти деревья росли. Потому что вот это вот место, Илюшка с Настей маленькие были, там 3 или 4 куста еще большие росли же, да? А потом же их не стало. Ну вот же, на днях поедут в тайгу, что пусть привезут вам саженцы деревья. Да? Ну вот, привезли бы хорошо. Я говорю, площадку хотят сделать ребятишкам. Вот место около колонки, вот это вот место до забора моего, до ворот. Расчистили, выпрямили бы. Площадка какая была бы, ребятишка? А возле сада, возле нас хотят сделать там. А кто туда Возле пойдет? сельсовета. Возле сельсовета хотят сделать.
I love